Bu endi tarix uchun yozilatirgan aybir. Mana men chin ko'ngildan o'zimizning qo'noqlarimizni Do'g'a yigitlarini Dagestan Respublikasidan qarshi oldik. Ularni ko'rsatishimiz kerak. Ularga o'zimizning nishik Sabantoylar o'ta, ular delegatsiya bo'larak kelib, Yiroqdan, kim Moskvadan, kim No'g'ay rayonidan, kim Kizlar rayonidan, kim Shit regionlardan mana ularni endi ko'rsatib, shotlanib, ularni tanishtirasam kerak o'zimizning turmush bilan. Delegatsiyadan kimga ism beramiz? Kimga so'z beramiz birinchiliklar? Bizim председатель районного собрания депутатов Тамерлан. Assalomu alaykum. Bu sельский Sabantoy'dan hayırlı olsun. Biz geldik. No'g'aylar yığılıp Dagestan'dan her region, Rossiyaning regionuna yığılıp geldik sizge. Hayırlı olsun sizin Sabantoy'ingizga. Sağ olun. Rahmet şakırganыңызға. Sağ olunuz. Көп. Bizde de Sabantoy ötkөрөбүз. Әлі бұны сіздің Сабантойыңызды көріп, иншалла бірге бір икон Сабантой етпеге ниетленеміз. Амин. Бүгінгі аудасқа да біз өзіміздің бәкірімізді келгенбіз. Күресейік, иншалла. Обязательно. Bu kurash ul bizning xalqlarning kurashi. Sizniki bizniki degan mana bir qoshandir bir davlat bilan bir xalq bo'lib yashaganmiz. Bu o'yinlarimizni da bu avdarishlarimizni da biz birgalab shu ko'targa tegishdi. Siz u yoqda, biz bu yoqda, ul butun Rossiya bo'yicha taralsın. No'g'aylarda, tatarlarda ular qoidagina yo'q. Shunga ko'ra tega birdamlik bizda shul olib bora turgan bir sport olg'a bora. Assalomu alaykum. Hayırlı bayramman sizde kutlaymiz No'g'aylar atına. Men fond No'g'aylar atına keldim bunda. Sağ olun şakırganга. Bek suyunduk. Neşitne No'g'ay halkpan Tatar halk arasında her daimde tarih boyunca baylanış var edi. Endige so baylanıştı biz yaşlar bolup sonu elde berkitip Allah buyursa bundan sonra elde konakka gelip sizde de konakka şakırıp solay yürürmüş dep oylaymiz. Nege dese biz kardeş halklar her daimde tarih boyunca yardımlaşıp yürgemiz. Hem sonu da endi özüm yanından yorağım geldi. Allah buyursa elde başka bayramlarda da görüşürüz. Bayramlar. Rahmet. Amin. Mesela buzalabız. О, это центральный карас. Отсюда придет кар этот. Ой, selam aleyküm. Председатель Москвы. Новая был Камалдин был у вас конакта. Вот председатель Совета Народного собрания района. Рахмат, бірге болсын. Айтаны, пожалуйста, Максатанды. Танис біздің мұндан. Міне. Бұл нелерден, дипломаттардан. Регионов менен şu an Tatar dünyası деп аталат. Алар барыгызда сизне сәламләргә бүгенге көндә.
алейкум. Сам расскажи. Ты откуда сам-то? Альметьевск. Сабли. Я тут не знал даже, что делаете. Сабли 16 века. По эскизам, да? Да, по Варшавскому музею татарская сабля. Это вот из Кургана. Один колодец Курган, Воронежской области. Рисунок оттуда. 13 век. 13 век рисунок. Это наши эти ножи, которые у нас как бы были, и сейчас они, в принципе, есть. Бычак называется. Какие года в основном это оружие? Каких годов? Это 16-й, это 13-й, как бы, этот век получается. Это вот тоже оригинал кольчуги, этот 14 век. Тоже из Кургана. Боевые топоры тоже 12 век. 15 век. Отырған бәккені бұлдар! Бұл матур сілгіні ат жабышында ең сығынан келген аттың мойнына бәйлергені шектім. Tataristan gayər irlər ilə. Әлі 200 yıl элек тұқымлы атлар күршедә торган булган. Аның Орлов нәселеннән 3 айгыры 100 биясе булган. Бабалары һөнәрен бүгенге көндә Фәрит Нәбиуллин дәвам итә. Аның 5 баласына да ат җене кагылган. Менә бу бүләк ичмасам. Адар халкында шундый мәкаль бар. Ир-егетнең йөрәгендә ярләнгән ат ятар ди. Бу бүләк һәркемнең күңеленә ятар. Мондый тай! Беләтсә кемгә эләкми шул. Ат бар җирдә бәрәкәт бар диләр. Атлар авылның яме, төп битәге. Ат янында үскән бала михрибанлы булып үсә. Аның фикерләре һәм дөньяга карашы да башка төрле була. Атларны без ник яратабыз? Авылларыбыз атлы булсын. Димәк, Мөслимдә татар атлары тотымы үрчиячәк. Рәхмәт! Рәхмәте сезгә, ә бүләкләре безгә. Бирелгән бүләкләргә каршы бездән дә бүләк. Һәр бер җыенда элек үткән булган. Менә шулай итеп тормыш алга бара, без оныта барабыз. Унытмас өчен үзебезнең атлар кайтты, үзебезнең уеннар да милли уеннар кайтырга тиеш. Бу уен, бу көрәш ике номинациягә. Я ияр белән я иярсез. Судья международной категории Уилсон Иманович Багдышанов. Рәхим итегез. Егетләр, әзерлек күрсәтәбезме? Матур көрәш күрсәтегез безгә хәзер. Сходимся. Беренче башланды. Һәрберсенең үзенең тактикасы бар. Шул тактикада һәрберсенең аты җаен табырга. Күбесе атларны белмиләр, бу беренче тапкыр. Шуңа күрә кем атны белә, бәләкәйдән ат башына күрәсезме? Ат эшләп тала. Җайлатны бу батыр кеше генә монда атланып көрәшә ала. Тактика шундый.
Alıp tutup en birinci suratça. Alttan. Bana karar verin. Kolay da yanayım. Kolay da yanayım. Kolay da yanayım. Kolay da yanayım. Doğaylarda, Tatarlarda bek kışlı yigitler bana görüne. Aybat, bana bana şırtıraş. Hoppa! Молодец! Ванда. Да. Хайбриев Динар. Ular har tak 19-yildan 3-sezon olib bora. Ko'rsatdi o'zining kuchin, shin botirlig'in. Zakir shunday yo'q, botir yigiti. Ishonib, ay. Да. Живот мешает. У меня руки длинные. А у тебя живот большой. На середину, приветствие. Это аптек хорошо. Yigitlar, isanlashamiz. Сзади к нему подходи, сзади живота нет. Mana shunday holatda shoyan xalqimizda bor, shoyan opalarimizda bor, qizlarimiz. Shunsiz turmush bo'lmay, bo'ladi ishda to'g'ri. Сзади правильно. Mana har birisi o'z taktikasini tutar. Qarag'iz hali. Mana qo'yda qiziq. Birsida birishasi kelmay. Tirsak bilan. Otni yolg'ondan tutarga yaramay. Bu yo'li shalli. Mana kim deyshak? Mana qarag'iz. Sezilmaydi qoladi. Mana hoppa. Otga qo'shdi. Otga hoppa. Almas oldi, по-моему. Молодец. Kimni tutib ko'tarala? Ay, kimni beli, kimni qo'li. Молодец. Вот, manda endi. Qo'slaymi? Qo'llar нормальные. Ha, oyoq. Вот. Final qo'sham. Mana har bular bunda endi ezna davlatchi. Bunda kutamiz, bunda xayrna xoliq bitdi, har qo'zg'alada prezident oldinda bor tegindi. Yigitlar, prezident oldinda boshlaymiz. Shunga ko'ra qizig'i bunda. Motor. Кто без меня? Yo'q, boshqamaydi. Bu bizning milliy o'yinimiz. Umrda har bir jiyinda, har bir sabot to'ylarda o'tgan biz o'zimizning otni qo'ytarg'ach bu o'yin milliy o'yinda da qo'ytarib boramiz. Bizning kurashgan yigitlarimizni, qo'noqlarimiz, bizning prezidentimiz Rustam Nurgaliyevda qarab sizga yigitlar. Все, давайте. Ham finalga ikki yigit chiqdi. O'rta kurashuv. Birinchi Qaybriyev Dinar, Leninogorsk, Kamaldinov Almaz Qudilma yigiti. Bu o'yin burundan kelgan har bir jiyinda, har bir ovulda o'tatirgan. Eng kuchli botiri jiyinda o'z ovulin ko'rsatilgan mumkinlik. Berida 5 minut. Şol 5 minutda tutuşusu bulmasa har birisi Bilbao'ga tutup kim so'rab otdan so'rab tushirish shol bo'lsana. Joylarni olmab, otda yerda bitta. Haydi yigitlar. Mana otada olmay. Boshlarida otlar bir-biri bilan so'qishib ishlashib. O birinchi o'rinda Qaybriyev Dinarchina. Leninogorsk yigiti, afarin. İkinci o'rin Kamaldinov Almaz. Bugilma yigiti. Молодцы yigitlar. Kelajakda da shunday motor kurashni ko'rsatirga nasib bo'lsin. Bitta biz naша этот задача выполнили. Молодцы.
Как дела? Как? Ну, азарт был, все желания было, но... Народ не созрел еще. Знаешь, как? Вот у нас, например, там, да? Там сразу народ собирается, потому что это интересно. Конечно, Бургина Кургач. Здесь покажем, что вот эта борьба развивается, равная. И это испокон веков, которое у нас было. Поэтому я надеюсь, что мы еще всероссийские такие вещи сделаем. Стремимся к этому. Сейчас смотри, сейчас сулаки сделаем, сулаки. Обязательно, На обязательно. сулак мы подготовим, сейчас мы уедем, короче, мы там заранее встретимся. Вот это все заснимем. Диаметр какой у него? 10 метров, да? Нет, радиус 7,5. И между столбами выходит 4 метра. Это стандарт. Мусульманском ипподроме. И лидирующий состав у нас в левом повороте. И приветствуем потенциальных победителей. Выход на финишную прямую. Напряженнейшая борьба проходит перед трибунами. Действительно, кто же? Вырывает победу Айхан. Бая. Вот так тепло горячо приветствует сегодня у нас зрители. Спасибо вам большое. Вот таким образом завершилась первая скачка. Приз Аргамас, который принимали участие в лошади крупной и старше татарской породы. Вот такая красивая масть, низкорослые, добронравные. Посмотрите, у них грива какая, вот, как мы говорим, блондиночки. Очень красиво, живописно, с красивой панорамой на мусульманском ипподроме открывается спортивный праздник. Мы ждем на награждение победителя Айхана. И сейчас вручать. Какой автомобиль, несмотря на наличие лошадиных сил. Вот она, красота. Самый главный. Дорогие друзья, и сейчас мы видим, уже на дорожке появляются беги старшего возраста, 4 лет и старше. Дистанция тоже составит 2000 метров. И, уважаемые зрители, если вы тяготеете именно к заездам, то, пожалуйста, тоже наслаждайтесь. Не менее красиво, чем скачки. В каких-то моментах может быть даже иногда напряжение. Есть такая прекрасная возможность. Итак, предстоящие заезды принимает участие. Номер 1. Милан под управлением Валеева Фазаила в аренде КСШ «Аргамак». Под 2 номером Билли Флинн под управлением Геннадия Большакова в аренде ПАО «Татнефть» владелец Кайрубы. 3 номер Арагорн под управлением Драгина Павла, принадлежит КСШ города Альметьевск. Номер 4 Арчибальд Ганновер под управлением Багрудинова Махмуда находится в аренде КСШ «Аргамак». Номер 5 Айбар под управлением Мустафина, принадлежит агрофирме «Аняк». Номер 6 Бестева под управлением Хайрдинова в аренде. Вот такая борьба! И Арчибальд Ганновер нам показывает, что не получилось. Даже по всему Кавказу. Поздравляем победителя! Мы благодарим всех участников заезда. Приветствуем всех, провожаем аплодисментами. Сейчас мы наградим победителя данного заезда. Очень красиво. Неожиданным результатом. Надо его на всероссийском уровне вытаскивать, выводить. Сначала чемпионат у себя мы сделаем. Вы у себя, потом среди всех на газе вы можете, Андрей Сарова, правильно, на любом празднике. Чтобы с каждого региона был представитель, даже вот так. Или района, да. Сейчас уже вот хотим на каждое мероприятие включать аудиторию. Конечно. Каждое мероприятие. Тем временем ровно идем, трофей главный побеждает у нас. Везде идет. Хорошо. Главный приз уезжает с поля. Приезжайте в любое время. С нашими ребятами тоже поборетесь. И тоже
Итак, дорогие друзья, победители дисциплины аударыш на всероссийском сельском сабантуе Муслюмова следующие. Третье место у Хусаинова Инсафа. Выше, выше. Приветствуем. И награждать их будут исполнительный директор Федерации коневодства и конного спорта Капушева Светлана Николаевна, ведущий специалист отдела племенного животноводства Минсельхоза Хабибулин Айрат Гаравшинович и представитель КФХ Фарид Набиуллин Иногорск, который, собственно, и занимается разведением лошадей для данной дисциплины. Итак, Хусаинов Инсаф, третье место в дисциплине аударыш. Второе место Камалдинов Алмаз. Поздравляем! Второй призер соревнований аударыш также получает награду. И мы ждем победителя, которым является Хабриев Динар. Первое место в борьбе аударыш. И поздравления от всего ипподрома, от всех зрителей. Тоже непростой спорт, достаточно опасный, необходимо обладать определенными навыками. Все-таки это не просто борьба крыш, не забывайте, это происходит верхом на лошади. И еще раз мы их поздравим. Аш Сарфеп, чемпион, новинка по противоположной стороне, достаточно плотно, без разрывов. Вот мы видим один из участников. На небольшой отрыв пока между ними. Дальше, чтобы в честной борьбе у нас определился победитель. Президент Курдесиze. Давайте şey işi balabız. Şey işi tınlasın. To'g'ridan chiqadi. Yaxshi. Ага, все, айдарис. Нам надо не на русском, на татарском. Нам и так, На и русском, так не надо. на нагайском. Все, заканчиваем. На татарском нет? Я подрезаю больше. Хорошо. Фамилия, имя, откуда вы, ваши регалии. Меня зовут Тимирлан Кардакаев, я председатель собрания депутатов Ногайского района Республики Дагестан. Мы приехали в гости к вам на праздник. Мне очень понравилась организация на высочайшем уровне. Очень интересный праздник. Думаем, кстати, для себя некоторые моменты, для опыта. Кстати, мы нагайцы, у нас тоже Сабантуй праздник наряду вот с татарами, с мордвой, из нагайцев, у нас тоже Сабантуй национальный праздник. Много интересного увидели и возьмем на вооружение ваш опыт. Что скажете татарстанцам, ваши пожелания? Сегодня праздник. И вот сегодня более 40, из 45 регионов собрались наши земляки. Да. Кстати, мне тоже это очень понравилось. Там были вывески, приехали татары с разных регионов России. Очень примечательно, их отметили с каждых регионов. Это, скажем так, праздник земледелия, но сейчас это в современных условиях такой праздник, объединяющий татар. Поэтому я думаю, что эту, скажем так, традицию надо продолжать в современном его аспекте. Мне очень понравилось. Ноғайлардан сізге байраңызға құттықтаймын. Сізге бәріңізге де денсаулық, нәсіп yorayım. Sağ olunuz. Это будет местное телевидение. Можем обменяться телефонами. Я вам, как сюжет будет готов, могу скинуть. Конечно. Это сегодня выиграл я на своем рысаке.
Первое место, которое, нет? Вот это, да, первое место. Рожденный в России, я взял. Это меломан. Меломан, то есть музыку любит? Наверное, он злой, но так характером? успокоился, да, с характером. Видно, вот такой конь как раз нам нравится, братан, который с характером. С характером, если характер, это хороший. Да. Во лбу звезда. Есть, значит. Белая точка вон. Я с такими трудными характерами, которые у меня вообще находятся. А мне всегда попадется вот с трудными характерами. Я не люблю вот... Все время. Если даже вот я сам обучаю лошадей, вот у меня много бывает лошадей, обучаю с первого раза, если он там спокойный, податливый, все, у меня интерес пропадает. Все, больше... Ты сам, наверное, так... Рахмат, один, можно так сказать, один из старейших аксакалов, можно сказать, в коневодстве у нас, серьезно. Тот, который своим трудом все добивается. Что ведь? Наперекор всем судьбе. Вот, меня шушында егитлер болғанда, мы и двигаем, которые друг другу немногословно сделали, а те, которые ля-ля-ля, ба-ля-ля, а потом, вот, я қонақ ішінде алдында сүгін, блин, ол малайларына, молодежь там, короче. Бұл дүнияда бірге yaşayız. Бірге Шулай. Тачки, да? Россия то меломан бірінші орын алды менің. Өзімде то рожденный РТда. Я тоже с ним побежал. Шекалдың чемпионы. Ананың әтегісінде екі аты бар еді менің қолдыға. Вот так. Бүгін сабан күнде мына икеге санда и вот шуны 3 круг сүйреп берді. Мында да болды. Ол оши була. Әр сабан тойда булардың ішінде. Бұл нәрседен ғайып Я тебя не шекердемесі, түрлі әйе. Я оны көрмей қаласың. Әйе көрмей қаласың, алайда То болырам. трещины, то чуть-чуть задевает. Да? И вот он именно вот это все, без его консультации ничего не шло. И вот он как бы удовлетворен сегодняшним и мероприятием, и своим старанием, что лошади хорошие. Айда бір сейчас үзейт әлі. Мен енді татарша айтам. Ай, бек жақсы. Енді менің достарым Фәрид, қонақтары біле келгенше мен бек шатмын. Оның шушылай біздің Сабантойға татар атларын алып келіп көрсетуі, шабышларын, ауларышыны көрсетуі, бұл біздің район халқы үшін бек қызықлы, мауықтарға шайбер болды, менен келіп сұрай башладылар. Даже нешек андай атлар бар ма бізде? Мен айтам, біреу күні шул ансыда мен айтам, Фәрид абай қызда алынған, мына шул кішінің атлары ол мен айтам. Бізде аны өрсетті бұла ма? Бұла мен айтам, неше бұлмасын. Шулай балалар келіп сұрай даже. Олар ақлар еш өсімірлер енді. И өзі біздің от спорты мектебінің атлары да әйбет кіне өздерін көрсеттілер. Біздің енді старший атлар 4-сі де финалға кірді, 4-сі де орындар алдылар. 1-ші орында, 2-ші орында, 3-ші орында болды біздің. Мен бек шатмын. Менің достарым енді мені білет, мұнда келет. Өздері білет таныштырғаш, сөйлешкәш, көңілім болды. Рахмат сізге бек зор. Бек зор рахмат, тағында бір қат Фазайыл. Молодец, сен шын тегі атшы екеніңі көрсеттің мұнда. Сен аны күнде көрсетесің. Аны күнде көрушігіне жоқ. Әміне бүгін енді халық алдында ол уже шында халық көре. Іш бара екен деп. Көңілі бізде енді, біздің үйрегі бізде бит енді, бұл біздің яшау рәушедір деп ойлаймын. Яшау рәушедір. Атлар біле бейлілік, енді Туғырылық деген айматқа. Біздің бабайлардан келген әйбір, бұл бізде сақлана біздің халықта. Бәлки біздің атларымыз, бәлки шуңа да яраталардыр, оларны яратқаш, біз яратқаш, енді алар өтінде аңлайлар енді. Сондай әйбір деп те ойлаймын енді, бәлки шулайдыр да енді.
Вот дети любят туда подниматься, смотреть, биноклем туда-сюда. Кто хочет на горочку? Из горки можно туда, оно по аркану спускаться можно. По аркану подниматься можно. Можно из троса туда вот. Да, вон по тросу прямо может скатиться. Вон там сено. Экстрим детям. А вот здесь бассейн хочет, чтоб нырять сюда. Хочет оттуда сделать. Это с него спускаться, что ли? Но это зимой, да, они, наверное? Или летом? И это можно, вот так можно подниматься, и спускаться можно. Не усложняй, старый. Не усложняй. Его не завезешь, что ли? На прицепе? Я сам поднимаюсь по аркану туда до конца. Да тут главное высоты не бойтесь. А? А этот по тросу спускаться, да? Да. Ага, вот только что закончил, еще вот испытать надо еще. Никто не испытает. Давай сразу тяжелую начнем. Что-то блестящие стали. Это вот детям снимать. Вчера турник был. Есть еще порох таракана. Кто следующий? Вот дети показывают флаг. Арсен, Арсен. И один. Сейчас это надо уточнить. Hayırdır? Burada görmemiz. Oynamay tamam vurdum. Девушки одеваются, снимают, фотографируют. Это музей посвящен. Музей посвящен ходе атласы. Вот. Музей, библиотека. У него много. Здесь про известных людей из Карабаша разные. Они вырезки из журналов, из газет. Я уже одного увидел. Вот. Ну, это вот Фарида сын. А сын, да? Да. Sen yırlasana. Ben sile. Sen yırlasın. İyi sen mesela paylaşın. Давай. Якша, Рахмат. Да, я обычно тоже сюда заезжаю. Панорамный еще. Ага. Она возьмет, мне еще мало. Панорамный еще. А вон дети. Питомники, да? О, люди пешком поднимаются. Тоже пешком поднимаются. Ага, он здесь каждое утро, каждый вечер. Да пешком, а где-то можно. Музей как называется?
Лучше отсюда спускаться, не надо там. Да, можно помахать. Иранцы какие-то, ну, короче, только как бы это. Это всегда так. Юг и торгат, хорошо. Юг и торгат. Если бы специально мастер, он юг была, да. Вот сейчас каждый 100 лет назад, как пели наши, например, предки, мы уже не поем. Как пели там 300 лет наши предки, мы уже тем более не знаем даже. Вот что происходит. Я же говорю, какой у нас народный инструмент. Все говорят, баян, как гармон. Я говорю, гармон когда появился? Первый кто-то в Казанском ханстве взяли в 1903 году первый раз в руки взяли гармошку и пошло. 100 лет. А до этого что? Они все, министр культуры сказать не может. Я говорю, думбра, курай. Он говорит, курай, вот это что ли курай, вот этот. Я говорю, какой вам вот такой курай? Вот такой, 67 сантиметров здесь было. Никто не знает об этом, понимаете? Вот у него еще бабушка этот курай в руках держала. Шундай узон курай, нугай курай назывался. Кто знает? Вы не знаете даже. Там потому что у вас этого нет. Вот те тарих мы потеряли след. Я Арсланбеку сказал, я говорю, у нас, говорю, ну вот такой длинный курай. Блин, говорит, отправь мне фото, говорит, какой, говорит, а там бабушки сидят, это курай, короче, играет. Он поехал, куда? Он поехал, в Турцию. Я говорю, там мой друг есть, Султанбеков, Арсланбек, давай, я говорю, позвоню. Благодаря вот это же вам получилось, да? И он его встретил, и поиграл, и рассказал, и они от души посидели, поговорили. И вот, видишь, что Нугай Курай, оказывается, и он даже не слышал. Видишь, как оно вроде бы рядом, не задеваем, не касаемся. Вот это вот ножи, чем отличается еще, Хамид, ты вот тогда говорил, не изучал, да? И Киева, вот эта сторона, тоже, если вот она должна быть наточена. Вот это вот и вот этот татарский нож. 14 века, да? Вот. Занимается сейчас историей, интересуется, уже написал книгу. На очень таком языке, просто мне ребенок может прочитать. Это как бы про общую историю, как Золотая Орда и его наследники. Это, грубо говоря, можно сказать, как первый том, будет потом второй уже конкретно словарь нарезки, которые словарь, да? новые сделали последние. Хан Ноғай деп жазылып. Хан Ноғай деп жазып қойған, да? Хан? Астында Ноғай деп. Все, көрдім. Рахмат. И любой сөз мұнда. Сөзлік. Это уже Ноғайлар қалай айтады. Чтобы они знали, что знание это через книгу, через опыт рассказы старых, пожилых, аксакалов. И вот одевать, свою культуру сохранять, это можем только вот в таких застольях рассказы, походов в ежедневниках. Я все время сама куда только не ездил, брал любые походы. Он обучился. Сейчас в Татарстане таких ребят мало, я думаю. Те, которые не боятся лошади, которые все и лечат его, и чистят, и копыт, и все. А хотелось бы, чтобы было больше. Келем. А тебе говорили? Вот она. Сен бүләк, сенің саулық, балаларың өзің өстір. Мен саулық. Қызың әйбәт кенә өссін. Қызына түгіл, тағын малайлар болсын. Балалар болсын. Надевай в жару, очень она спасает. Войлочный. Хорошая вещь. Вот так. По всему миру человек 15. Называется «Чудо баланса». Я включу сейчас запись, там еще будет рассказываться об этом номере. А сейчас, внимание! Большая просьба сохранять тишину в зале.
Номер, который вы увидите, очень сложен по технике исполнения. Любое колебание воздуха, сквозняк может помешать выполнению этого номера. Поэтому важно, чтобы никто не ходил по залу и не открывал двери. Впервые этот номер исполнил продюсер швейцарского цирка Мадир Юкстер Ригал. Номер называется «Баланс пальмовых веток». Как все шатко в этом мире, и как гармонично одновременно с этим. Все, абсолютно все взаимосвязано между собой незримыми нитями равновесия и баланса. Если вся природа держится равновесием сама в себе, нас это не удивляет. Но когда мы видим цепь равновесия, это можно назвать чудом. Чудом баланса. Вы видите наглядный пример того, что в мире нет ничего незначительного. Казалось бы, что такое одно перышко против нескольких килограмм? Но скоро вы увидите силу этого легкого пера. Вот эта конструкция напоминает мне наш мир, хрупкий, который держится только за счет баланса сил, взаимосбалансированности разных сил на Земле, темных, злых. И может показаться, что вот эта тяжелая конструкция удерживает вот это легкое перо. На самом деле это не так. И в нашем мире кажется, что все держится на какой-то силе мощной, где нужна человеческая сила. На самом деле нет. Перо символизирует Дух Божий. И только благодаря Духу Божьему можно сдержать любую силу. Дух также символизирует любовь. Если не будет любви, то не будет справедливости в мире. Если мы будем стараться уравновесить мир только злобой, ненавистью, сопротивляться злом, это не приведет к хорошим последствиям. Только любовь способна нейтрализовать зло и удерживать в равновесии мир. Если не будет любви, не будет гармонии, будет война. Мир разрушится.
Молодцы, что приехали. Да? Мужской обмен всегда должен быть. Мужчины и Радлар должны всегда встречаться. Мы друг друга всегда чувствуем. В каждом народе есть разные люди, но ребята достойные, мужчины выбирают себе в общении, в друзья людей достойных. Вы приехали вместе сообща, молодцы. Мы никогда не загадываем, чем заканчиваются дальнейшие какие-то отношения. Они пусть лучше всегда продолжаются, да? Но вот эти наши встречи, они как происходят? То ли мы сели возле костра, то ли мы пошли куда-то в гору, то ли мы едем в машине, разговариваем, да? Хотите, нет, мужской характер он так устроен. Мы присматриваемся всегда друг к другу, всегда, согласны, да? Кто как говорит, какие слова говорит, как себя ведет в этой ситуации, в другой ситуации. И через этот свой внутренний компас-анализ, да, все равно ты подкрепляешь, с кем ты дружишь, с кем ты общаешься, на кого ты можешь положиться, на кого можешь опираться. Вчера так вот в разговоре был момент, что да, бывает иногда среди каких-то кругов появляется кто-то, который может не соответствовать. Но мы на самом деле отвечаем все, каждый из нас, за отношения, которые мы поддерживаем. Аллах Бирса, у нас у всех с вами есть разные цели, задачи. Я вот вижу, да, никто из нас не потерялся. Никто не потерялся, никто духом не упал. Никто не сказал, время убийственное. Трудное время, но Аллах знает, что Он дает как испытание. Он никогда не дает больше, чем мы справимся. Раз Он дает, что Он знает, сколько мы справимся, а мы с Аллахом согласны, для Него есть место в нашей душе, в сердце, значит, мы принимаем вызов природы, говоря, мы согласны пройти то испытание, которое Ты нам даешь в этой жизни. Год, через 2 года, через 5 лет, неважно, да? Мы должны дать пример нашим детям, мы должны дать пример нашим женам, мы должны дать пример нашим соплеменникам, близким, соседям, братьям, всем. Пусть другие люди видят, что мы общаемся. И нам не важно, да, мы не делаем это публичным, что смотрите, как мы. Просто это делаем спокойно изнутри, потому что нам важно на показ ничего не выставлять. У нас самое главное, мы должны изнутри знать. Есть друзья, есть люди, на которых, несмотря на большие расстояния, можно друг на друга опираться, быть вместе, общаться, потому что только испытания мужчины испытывают, закаляют. Еще раз хочу сказать, рахмат, что приехали. Мы у вас побывали в гостях, нам очень тогда понравилось в Ногайском районе. Пообщались, побывали в аулах. Мы как-то вот с Шамилем ехали ночью, по-моему, оттуда, уже на Кунбатаре побывали, еще где-то мы побывали. В гостях побывали, ночью ехали в Шамиле, мы на дороге, значит, стоит парень, с которым только вот тогда познакомились на скачках. И он ночью, оказывается, встает, нас ждет на дороге, стоит. Сыном. Ночью с сыном, да, и говорит, вы как проедете мимо нашего аула? Говорит, вы что, мы ждем, говорит, тогда мы приготовили там все, да. Это было очень приятно, да, что люди не смотрят там на время, ночь, день, да, показывают гостеприимство, открытость, да. Тюркский народ, и не только тюркский народ, да, и последователи, скажем так, из Золотой Орды, и вообще все люди этих территорий, они должны проявлять вот это гостеприимство, да, это хороший показатель во все времена. Аллах Бирса, я думаю, мы с вами будем всегда общаться. Те проекты, которые у нас будут хорошие, самые лучшие проекты, да, в жизни, мы будем делиться с вами. Аллах Бирса, это для чего? Чтобы ваш народ тоже поднялся, да. Вот вчера был такой разговор про... Мы только начали, но тогда в Урангазы не договорили, про вот ты вопрос задал, там, про письмо Миниханову, да. Там какой момент есть, я вкратце только коснусь. К словам того, что такие люди, как вот у нас президент, да, некоторые люди говорят, у некоторых правителей есть черная сторона. Я всегда говорю, ребята, всегда надо увидеть светлую сторону всех людей. Есть две стороны у каждого человека. Есть темная сторона, слабая сторона. Есть сильная сторона, светлая сторона, да. Вот эта светлая сторона есть у каждого человека, темная тоже есть.
Но если ты у людей всегда замечаешь светлую сторону, Аллах тебе показывает у этого человека лучшую сторону, у тебя остается возможность всегда сохранять отношения, да? Когда нам люди говорят, вот, президент у вас такой, вот такой, я говорю, стоп, ты что, говорю, а ты на его месте справишься с этой нагрузкой, ты возьмешь все, что он несет. Вот это все, это очень сложно, да? И поэтому я сказал таким людям, ребята, я говорю, я у нашего президента всегда пытаюсь увидеть светлую сторону, белую сторону, да? Только через эти стороны Аллах нам позволяет соединяться и делать хорошие дела для нашего народа, да? У мужчины есть задача. Один мой хороший знакомый сказал, мужчина оплодотворяет смыслы. То есть он такой собиратель, который должен привнести смысл. Чем выше твой дух, чем больше у тебя мудрости, тем больше смыслов ты можешь открыть для своего народа и для близких, да? Поэтому Аллах говорит, чтобы мы с вами эти смыслы собрали, не растерялись в этой жизни, да? Преодолели все трудности, которые будут в нашей жизни. Из этого извлекли силу духа, мудрость, чтобы наши дети сказали, наши родители не предали нас, не предали народ, не предали землю, да? Поэтому мужчина не должен думать только про деньги, он должен думать и про родину, и про дух. Деньги это хорошо, это надо, это сопровождение, да? От этого еще никто не отказывался, потому что они как энергия помогают справляться с какими-то необходимыми потребностями. Да, задачи какие-то. Когда возникает вопрос, я говорю так, ребята, вот тонет ребенок, разве ты будешь его только говорить, заплати, я тебя спасу? Нет. Ты бросишься, если ты мужчина, ты бросишься, ты будешь спасать, да? Поэтому Аллах говорит, чтобы наш мужской дух нас сохранялся, и чтобы мужчины среди любой толпы вычисляли настоящего мужчину и находили себе в друзья. Аллах говорит, будем общаться, рахмат и Амин. Аля полтошагдаликлер. Перед дорогой порубаем, покажем, что желудок у нас крепкий. На убой. Да, давай. Нельзя. Надо. Да, кислорода место не оставлять, да? Дышать тоже надо. Давай. Hayırlı yıllar sizge. Hayırlı yıllar. Мы шамилем. Давай. Hadi bir kabin А вон Шамиль идет. Selamlar. Давай.